покоя. Не нацепить ошейник на меня, чтобы быть покорным. Как ты открыл глаза, увидел только руины. Не вернуть назад все, золотой век сгинул. Но мы не сдаемся, из нас не выбить кровь ошины. На этот раз все учли, не совершим ошибок. Мы слишком долго спали, на улицах один бардак. Как наши предки станем, будет новая орда. Враг может вести обстрел, запускать нас ракеты. Но правда, она за нами и за нами победа. Ты здесь хозяин, ведь земли наше наследство. Где быть татар не... Активный борец за права тюркоязычных народов, выдающийся общественный и политический деятель Республики Татарстан, отстаивающий права жителей республики и права людей во всех частях света, независимо от их национальной, религиозной, политической принадлежности, Рафис Кашапов в своем почтенном возрасте незаконно и негуманно лишен свободы. Братья-близнецы Рафис и Нафис Кашаповы в 90-е годы прошлого века были успешными предпринимателями набережных Челнов. Ими была оказана спонсорская финансовая помощь для развития родного языка, культуры, традиций, религии, образования, науки, СМИ, татарской диаспоре в ближнем и дальнем зарубежье. Безвозмездно были изданы и распространены книги и брошюры, десятков наименований, в целом миллионными тиражами. Оказана гуманитарная помощь народам, пострадавшим от военных конфликтов, депортаций, а также проведены многочисленные акции в защиту репрессированных народов. Благодаря им школьники и студенты Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий-Эл, Мордовии в течение 20 лет имели возможность посещать с экскурсией исторический город Булгар. Сегодня Рафис Кашапов, перенесший 16 переломов, 9 из которых черепа, уже 8 месяцев находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 5 лет колонии общего режима по части 1 статьи 282 «Возбуждение ненависти или вражды» и по части 2 статьи 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Также отстранение до 3 лет от общественной деятельности. Кашапова вынуждают оплатить стоимость экспертизы публикаций в социальных сетях, в которых он выражал свое отношение к политике власти России и призывал к мирному урегулированию отношений с Украиной. Стоит отметить, что экспертиза обвинительной стороны была проведена некомпетентными лицами. При этом автором одной из упомянутых публикаций является не сам активист. 28 декабря 2014 года в 6 утра был задержан Рафис Кашапов. В его квартире был произведен обыск. Главной целью правоохранительных органов было выяснение мотивов поездки в Турцию, где он пребывал на лечении и строил дружеские отношения с представителями тюркского мира. При этом было заведено уголовное дело 838-59, которое было открыто в день прибытия Рафиса Кашапова на родину. Постановление об уголовном деле не было представлено. Уведомление о возбуждении уголовного дела, которое правоохранительные органы должны были представить в день обыска и задержания Рафиса Кашапова, было отправлено его семье лишь через 12 дней. Все это связано с созданием Рафисом Кашаповым Центра оперативного реагирования по защите прав тюркских народов и крымских татар. В поддержку Рафиса Кашапова проходили массовые митинги и пикеты в нескольких основных городах России, в Турции и в странах Евросоюза. Все, кто выступали в его защиту в России, были подвержены политическим преследованиям. На кого-то завели уголовное дело, кому-то выписали штрафы, кого-то уволили с работы. Кашапов находился в следственном изоляторе, где ужаснейшие условия. Заключенных избивали, некоторые пытались покончить жизнь самоубийством. Мусульман в тюрьме специально кормили свининой и ничем больше. Поэтому Рафис Кашапов несколько раз объявлял голодовку. Следствие проводили не следователи, а сотрудники ФСБ по 10 часов в сутки в наручниках. Следователи шантажировали свиданиями его жену Нурзию Кашапову. Якобы, если она не даст показания на мужа, ей не дадут свидания. 26 февраля на все счета Рафиса Кашапова были наложены аресты на сумму в 40 миллионов рублей, и его имя было внесено в федеральный список экстремистов России. В изоляторе из-за плохих условий и после долгих голодовок у Кашапова начали отказывать почки, но судья не придал этому значения. Судебные дела Рафиса Кашапова неоднократно освещались в иностранных СМИ и в правозащитных организациях. 10 сентября в 10:00 состоятся прения в Набережно-Челнинском суде и будет произнесено последнее слово Рафиса Кашапова. Суд открыт. Родственники, друзья, соратники, политические деятели, мы приглашаем всех неравнодушных на суд поддержать узника совести. Адрес суда: город Набережные Челны, проспект Сюембике, 43/16, кабинет 19, этаж 7. Судья Шакуров. Пропадал в тебе его сердце.
Братцы, разбуди себе дух, что довел гунов до Рейна. Опасным врагом лишь стало для нас время. Мы рушили империи, брали оба Рима, делали все то, что для других неповторимо. Здесь новая эпоха, Беская Нагомер. Бравые татары, миля копируемет. Пусть дрогнет каждый, кем тарих на утере. Не проснешься однажды, балда по штанбаре. Будет новая эпоха, Беская Нагомер. Бравые татары, миля копируемет. Пусть дрогнет каждый, кем тарих на утере. Не проснешься однажды, балда по штанбаре. Пусть душой будет ислам, а тюркизм будет телом. Пусть не будет на словах, закрепляй делом. Тюрки снова на коня, да проснулась в Европе. Раньше единицы, теперь же за нас толпы. Храни свою породу, будь сильным и отважным. Отвечаем сходу, нам ничего не страшно. Будто половцы в набеге, за спиной стрел колчан. Нас запомнят навеки, а враги все замолчат. Крепкие наши кулаки в крови, нет алкоголя. Тоже будь таким, оставь для других пойло. Сестер, не давай в обиду, они наши волчицы. Не беги от драки, а только вперед биться. Стой один против всех, будто бы тырша. Не сдавай позиции, хоть держишься чуть дыша. Мой флаг, он один, голова волка. Остановим всех врагов, хоть целые полка. Мы будем новая эпоха, Беская Нагомер. Бравые татары, милят копируемет. Пусть дрогнет каждый, кем тарих на утере. Не проснешься однажды, балда по штанбаре. Будет новая эпоха, Беская Нагомер. Бравые татары, милят копируемет. Пусть дрогнет каждый, кем тарих на утере. Не проснешься однажды, балда по штанбаре. Идем смело в бой. Хорошо, сцепи нам, нас души волчьи. Без свободы мы не можем, но врага в клочья. Достаем меч из ножен. Моя орда со мной натянута тетива. Идем смело в бой. Хорошо, сцепи нам, нас души волчьи. Без свободы мы не можем, но врага в клочья. Достаем меч из ножен. Я сам себе хозяин, кочевник вечно в пути. Тут и там город взяли под сабли люди. Проносятся торнадо, сжигая всех душманов. Мы хотим больше трупов, для нас этих туш мало. Нам платит Византия, мы громим кого надо. Иран стоит в стороне, фарс боится только взгляда. Покажи своих бойцов, их порвут мои волки. Мы гордость отцов, будем так же стойки. Китай империя, непослушные рабы. Открывайте ваши двери, платите ваши долги. Мы строго впереди, все остальные хвосты. Наша культура совершенно как маслом холсты. Исписанные камни рунами степи бау-балы. Называй нас гунами, ваши войска пропали. Атила кричит вперед, мы молниеносны. Опасность кто не поймет, будет уже поздно. Моя орда со мной натянута тетива. Идем смело в бой. Хорошо, сцепи нам, нас души волчьи. Без свободы мы не можем, но врага в клочья. Достаем меч из ножен. Моя орда со мной натянута тетива. Идем смело в бой. Хорошо, сцепи нам, нас души волчьи. Без свободы мы не можем, но врага в клочья. Достаем меч из ножен. Рейд, знамя, как гранаты от Итили и до Рейна. Будет наша вся карта конкурентов удаления. Поднялось где-то восстание, уже столько подавили. У нас покой в стане, мы же стольких победили. Наши сабли несет мир, здесь не будет рабства. Но поднявшись против, это чересчур опасно. Копыта наших коней никогда не устают. Кто из нас смелее, враги быстро познают. Ты как трус убежал, даже не начав боя. Тюрки, я повторю, умирают только стоя. Тысяча причин, чтобы разнести твою башку. Не про... Волчевой в груди мне все не дает покоя. Не нацепить ошейник на меня, чтобы быть покорным. Как ты открыл глаза, увидел только руины. Не вернуть назад все, золотой век сгинул. Но мы не сдаемся, из нас не выбить кровь Ашины. На этот раз все